Висейманс. Шандейна Мэс Верстмой погавости с Макиндонси Белитон Прусиской. Всем доброго дня. Сегодня мы начнем учиться говорить на прусском языке. Вот список самых важных фраз и слов, которые будут полезны для начала общения на современном прусском языке, а также их перевод на русский язык и транскрипция. Представим, что мы попали в место, где все говорят на прусском языке, и нам срочно надо научиться на прусском языке говорить. «Стві аст пірмай проверіння іспілісіньяй». Вот первые полезные фразы. «Кейлс» – «Привет» или «Здравствуйте». «Кейлс ангстайной» – «Доброе утро». «Лабандейнан» – «Добрый день». «Лабанбятан» – «Добрый вечер». «Каге тебе эйт» – «Как у тебя дела?» «Лабой» – «Хорошо». «Спарт» – «Слабый» – «Очень хорошо». «Рикивиской» – «Отлично». «Файной» – «Клево», «Круто», «Классно». «Мене эстлабой, адертебей». У меня все хорошо, а у тебя? «Мене эстлабой, динкун». У меня все хорошо, спасибо. Как мы прощаемся? Мы говорим «ардил», «пока», сокращенно от «эрги диван», то есть «до скорого». «Сандей» или «сандейв», то есть «с Богом». «Дейвутискан» – «удачи». Если мы желаем удачи в чем-то конкретном, мы говорим «лабан испалсеньян». Если мы хотим сказать «до скорой встречи», мы так и говорим «эрги диван эптиксенян». Если мы говорим «спокойной ночи», мы говорим «лабанактин», то есть «хорошей ночи». А если мы желаем хороших, спокойных снов, мы говорим «покивенгес консупнанс». То есть чаще всего, когда мы прощаемся или говорим «хорошей ночи и спокойных снов», мы так и говорим «лабанактин бе покивенгес консупнанс». Когда мы кого-то о чем-то просим, мы говорим «мадли» или «мадли мой», «пожалуйста». В ответ на просьбу всегда говорят «динкун», то есть «спасибо», или «дебикон динкун», «большое спасибо». Если человек вежливый, он вам ответит «не аст перка», «не за что», «не аст перка». Если мы извиняемся, мы говорим «этвинуяйсмен», «извини меня», или «этвинуяйтимен», «извините меня». И, соответственно, вам в ответ обычно говорят «не аст ни коваргой», ничего страшного, ничего плохого. Когда мы спрашиваем человека, кто он, мы так и говорим «касту асой». Это не самая вежливая форма, лучше спросить конкретно. Например, «кавиц аст вайс эменс», «как тебя зовут?» И в ответ человек говорит «майс эменс аст». Например, «Майс эменс аст Николс». Мое имя Николс. «Из квендей ту ассей». «Ас асма из». То есть я откуда-то. «Ас асма из Кунексгарбан». Я из Кёнигсберга. «Квей ас тенен». Где это? Вместо тенен можно поставить любое другое слово. Например, «квей аст пости». Где находится почта? «Кадан». Когда? «Кассепаган». Почему? «Ка аст ста». Что это? Если мы вместо буквы «к» в вопросительном слове ставим «ст», то у нас получается указательное местоимение. То есть вместо «квей» получается «стви», то есть там, или «стви» это здесь, а «ствен» это там. Вместо «кадан» получается «стадан» тогда. Вместо «кассепаган» «стессепаган», потому что. И так далее. «Келиста каштуя». Сколько это стоит? «Билай ту прусиской». Говоришь ли ты на прусском языке? «Я ас билай прусиской». Да, я говорю по-прусски. «Испресто ту». Понимаешь ли ты? «Я ас эспресто». Или «ни ас ни эспресто». «Мазите юс паантринтун мадли». Можете ли вы повторить, пожалуйста? «Ас асмерикаста аст сует першандейнан». Я думаю, что этого на сегодня хватит. Висейманс ардив. Всем пока.